Верховная Рада уже приняла закон, он сейчас находится на подписании у президента. Если он подпишет, закон вступит в силу, который предусматривает криминальную ответственность за посещение временно оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. Это означает, что если самолет приземлился в аэропорту Симферополь, он есть закрытый имени Амитхана Султана. Списки у нас будут, поверьте, они у нас есть, и будут привлекаться к ответственности. Это 3 года лишения свободы. И поверьте, его арестуют иностранца и гражданина страны-агрессора, это россиянина, могут арестовать в любой другой стране, европейской, либо иной. Он прилетит, а ему наручники там оденут, и экстрадируют в Украину для отбытия наказания. И потом они поймут, что такое криминальная ответственность, и что такое несоблюдение норм международного права и посягательство на территории других стран. Вообще давно было пора это закон. Да, у нас до этого была административная ответственность, и, естественно, она никого не пугала. Там если вдруг поймают, 1700 гривен, и вменить ее, я хочу подчеркнуть, на территории другого государства невозможно, потому что административная ответственность на территории Украины. То есть, если он здесь будет, тогда только. А криминальная ответственность предусматривает международную правовую допомогу. То есть, она у нас есть странами, нашими партнерами. И когда он случайным образом полетит на отдых, он может оказаться за решеткой в Украине. Допустим, такая информация на выдачу шенгенских виз может повлиять? Вот граждан, допустим, Российской Федерации. Я не готов сказать. Я сейчас вам процитировал нормы чинного законодательства. В принципе, тогда, когда он вступит в силу. В принципе, логично рассуждая, если Украина же сотрудничает с Европейским Союзом, здесь есть представительство ЕС, если передавать данные о людях, которые нарушили закон Украины, вполне возможно, что это может стать одним из оснований для отказа в визе, например. Ну, послушайте, есть криминальная ответственность. Отказывать в визе тут уже, знаете... Уголовников обычно не пускают в Европейский Союз. Нет, пусть он прилетит и потом окажется здесь. А такое будет, поверьте. После того, как вступит закон в силу, такое будет. Такая практика будет, обязательно. Интересно, вот это новое, я таких деталей не знал. И нашим зрителям интересно будет узнать. Особенно привет гражданам Российской Федерации, которые любят думать, что Украина это такой проходной двор, куда можно зайти, выйти. И они очень удивляются, потому что их где-нибудь в аэропорту отправляют обратно в свою прекрасную северную страну. Так вот, отправлять дальше обратно не будут уже. Будете жить и работать тут до 3 лет. Вот.